Родился я в деревне Мучкас Удорского района в 1956 году, 12 июля. 12 июля – это День Петра. Однако мне имя вначале дали Иван. Я с этим именем жил 2 недели. Потом родственники сказали, почему Иваном-то назвали, ведь родился в день Петра, поэтому меня переименовали. И стал я Петром после этого. Прожил я в Мучкасе 6 лет, и потом мы переехали в поселок Ирдьяг. Там я начал учиться, закончил 8-летнюю школу, затем учился в Косланской средней школе. После этого поступал в Ленинградский институт, однако учеба не задалась, пришлось этот институт оставить. А на следующий год поступал уже в Коми-педагогический институт, который закончил и начал работать учителем физики и математики Косланской средней школы. 5 лет отработал в школе, а потом перешел работать в газету районную, в Ильтуед, корреспондентом, где я сейчас тружусь и поныне, более 35 лет. Первая проба пера была в 8 классе. Я написал стихотворение про весну, место сочинения, которое давали. Оно состояло из 12 строк, я уже не помню, какое оно было, но нам поставили оценку 5. Далее стихи начал писать уже, когда я начал учиться в Коми-пединституте. И отправил свои первые пробы в журнал «Войвов Коджев». Вот одно из стихотворений им понравилось в редакции журнала, и они напечатали. И после этого стали появляться уже новые такие попытки написать стихотворение. Далее пошли публикации. Меня начали приглашать на семинары молодых писателей. Вначале съездили в Укту, потом в Сыктывкаре несколько раз были. Вот появились потом более публикации начали чаще. Появилась первая книжка. Начал писать в то же время пародии на коми-поэтов. Начал писать детские стихи. Детские стихи тоже были опубликованы в одной из книг, который назывался «Пипукор». Вот у меня вышли 2 книжки, и много публикаций было в коллективных сборниках. Поэзия для меня – это, скорее всего, осмысление жизни, природных явлений. Многое я в поэзии учился логике, понимать последовательность всех действий, последовательность мысли, философия в том же тексте, как она последует. Вот это то, что я очень трепетно так отношусь к логике повествования. Вот это, наверное, вылилось вот в написание пародий. А те, авторы, у которых эта логика очень часто нарушается, вот и появляется у меня пародия.